Здравствуйте, дорогие друзья, спасибо за приглашение и за внимание, поскольку все-таки, да, это же ваше приглашение, а не я хочу, да, возьмите меня, возьмите меня. Вот, я у вас в гостях, и я вас искренне поздравляю с Днем театра. Вот, чем дальше развивается история театра, тем все больше понятно, что только в театре на этой земле хорошо, когда ты находишься внутри театра, а когда за пределами, то бывает гораздо хуже. Вот, мне кажется, что бытование российского театра оно доказывает, что все равно мы все вместе, невзирая на какие-то различия, даже эстетические, национальные, мне кажется, в данном случае в искусстве театра не так существенны, да, потому что все равно мы говорим не на языке слов, а на языке какой-то театральной энергии. И она нас, мне кажется, всех объединяет, да, не случайно, правда, вот, всякий раз удивляешься, как литераторы российские, художники, архитекторы, кинематографисты, в общем, всегда завидуют театральным людям, потому что мы не распались, мы не стали, мы не разделились на кланы, и то, что действительно в России есть там союз театральных деятелей, который, не всегда хорошо работает, но все равно он один, да, это не 8 писательских организаций, как в литературном мире, и там не 4, как в кинематографическом, да, все-таки это не просто веление чиновников, а это действительно есть. Одним словом, да, перелетаешь 7 часовых поясов и оказываешься в мире, где тебя понимают, слышат и так далее. Вот, так что еще раз вас поздравляю с делом, которому мы посвящены. Оно прекрасно. И давайте, в самом деле, поговорим про спектакли, которые я вчера увидел, раз уж мы ради этого собрались. И мне всегда важно произнести несколько слов предварительных, да, потому что не знаю, насколько обсуждение спектаклей для вас норма, да, один театр выезжает мало и сам приглашает мало, нечасто, и для многих людей это такая аномалия, да, и вроде как нужно задавать вопрос, что это за Хлестаков, который здесь приехал, и тут там что-то имеет право там говорить против нас или за нас, вот, откуда у него это право. А с другой стороны, мне кажется, что важно проговаривать, что отношения между критикой и театром выстраиваются только на доверии, не на каком-то, не на авторитете и не на, тем более, каких-то чинах, до которых, значит, да, и там, не знаю, дипломах, да, потому что если есть доверие к словам, если оно возникает, то оно возникает. Если нет доверия, то надо просто выслушать и делить на 8, на 16, на 32. Вот. Приедут другие критики, у них будет другое мнение. Мнение основано только на опыте, а опыт у каждого человека ограничен, как известно. Да? Никто не может претендовать на истину в этом смысле. Вот. Давайте, тем не менее, я поговорю о том, что я увидел. Значит, первый спектакль «Колыбельная на чужбине». Мне привычнее говорить слово «мамочки», конечно, да. Вот. Пьеса, как вы понимаете, очень известная и очень много играющаяся в России, и она появилась в начале нулевых, кажется, и до сих пор, в общем, не сходит со сцены, и очень понятно, потому что при всем при том, что, конечно же, нужно высказываться о войне и о последствиях войны, и о травме войны, но пьес производится не так много на эту тему. Что-то поменялось, наверное, в сознании нашем, и даже, скажем, о Второй мировой войне не так много пьес появляется, потому что каждый театр как обязан ставить спектакли к этой дате, но значит, что-то поменялось, мне кажется, в характере и в писательском мышлении, в нашем общественном мышлении. Конечно, есть известная проблема в этой пьесе, она не очень вариативна, как известно, да, у нее жесткая структура, и в ней нет возможности развиться, попросту говоря. Мало драматургических способностей, она декларативна, она как декларация, собственно. Она что-то утверждает, но не видим процесса в этом смысле. И, конечно, ваш спектакль не избежал известной вот такой статуарности, статичности этого материала, но это никак не преодолимо. Да? То есть, опять-таки, видел я
наверное, там, спектаклей 10, это такая общая проблема, связанная, конечно, с проблемой конкретно этой драматургии, которая непреодолима. И здесь, конечно, есть еще и ситуация с такой не очень внятно прописанной драматургом ситуацией индивидуализации актерских сил, вот, так сказать, да. Это спектакль, который действует на тебя коллективной энергией, ансамблевостью, да, но, может быть, вот, нет возможности у актрис развить какие-то индивидуальные черты. Вот, это, опять-таки, да, это невозможно предъявить как претензию, как претензию режиссерскую, потому что это вопрос драматургии, безусловно. Действительно, пьеса декларативная, но все равно хочется искать то, в чем ваш спектакль, да, свой спектакль с Мариной Идом, он не похож на все остальные, да, хочется понять, чем похоже, ясно, а чем не похоже, вот это, мне кажется, интересно. И я думаю, что я увидел, мне кажется, один из самых таких как бы активно антимилитаристских, пацифистских спектаклей в этом смысле. Вот, потому что не везде эта интонация присутствует. Конечно, везде есть интонация травмы, скорби, чувства потери, безусловно. Но вот то, что здесь это становится, в общем, манифестом против войны, попросту говоря, против любой войны, да, это, конечно, как бы очень заметно. И опять, заметно не как декларация, да, вот, не как плакат какой-то, да, с... Значит, там, смерть в войне, да? Вот, а это тема, которая развивается в этой пьесе, есть аргументы, есть доказательства и так далее. Да? Действительность, вот, как сказать, там, я вспоминал про известное изречение Брехта, да? Значит, мы за любое искусство, кроме того, которое воспевает войну. А совсем недавно в новых документальных материалах в Вахтангове была опубликована такое высказывание, значит, Евгения Багратионовича 15 года, да, когда началась Первая мировая война, значит, он ставит «Потоп» Бергера, как известно, и он говорит о том, что да, тот, кто скрашивает ужасы войны, тот продолжает войну, на самом деле, да, как бы, говоря о войне, невозможно как бы, да, делать войну вот такой красивой, да, в этом смысле. Здесь война, конечно, некрасива и агрессивна, наверное, и так далее. Зуев, поскольку пьеса начала нулевых годов, то Зуев, конечно, пишет, скорее всего, про вторую чеченскую, и он переживает, безусловно, ту войну, которая была тогда. Здесь через красные маки этот образ есть внутри пьесы, но вот эта вот активизация этих красных маков, конечно, позволяет лично мне ассоциировать этот спектакль с, значит, украинской войной. И это тоже, мне кажется, такая важная, как бы, важная характеристика, продление понимания того, что как бы, к каждому поколению, к каждому десятилетию, к сожалению, своя война, и об этом невозможно не думать, наверное, да, не переживать и не мучиться от осознания этой ужасной неизбежности, да, бессмысленной неизбежности. И вот я говорил про эту тему, это тема пацифистская, которая развивается, и, конечно, она развивается, поскольку очень как бы актрисы очень хорошо отыгрывают тему вот, все-таки рождения ребенка, да, не столько похорон, не столько поиска этих мертвых тел или живых тел, сколько вот, разговор о том, как бы, за что и почему. Да, действительно, мать рождает детей в мучениях, и даже не столько родовая травма, сколько мучение воспитания. Да, это бесконечно долгий процесс. Человек, как говорится, инсталируется очень долго. Да, этим мы отличаемся от животных, что человек рождается не готовым к полноценной жизни, и нужно потратить 2 десятилетия, чтобы человек пришел в себя в этом смысле, и вот эта ситуация, она оказывается как бы выброшена, да, выброшена в мусорку, и вот тема родов, Рождества, по сути, да, которая оказывается попрана войной, да, она, мне кажется, здесь очень активно присутствует и в начале спектакля, и в конце, и об этом невозможно не думать, да, что так легко человека убить, и так сложно человека воспитать, так мучительно и как бы невыносимо, да, в этом смысле. Очень, конечно, мне понравилось это зарево, да, кровавое красное зарево, которое появляется и в материнской теме, и в финале спектакля. Да. С одной стороны, и матери идут на бывшее поле сражений в этом зареве,
А с другой стороны, вот есть этот финал с 4 фигурами, которые, так сказать, как-то в контрфорсе, да, в теневом исполнении существуют в этом спектакле. Тут, я думаю, что без ассоциации, вообще театр прекрасен, когда он дает вариативность восприятия, да, не когда он, значит, там как-то, значит, тебя настраивает какую-то одну мысль, манипулирует тобой, когда это вариативность восприятия. Я исключительно это зарево воспринял как, значит, мое, и я думаю, что практически любого, кто здесь сидит, воспоминания из детства про фильм «Неуловимые мстители». Вот, там, значит, это как бы история была. Вот, и, конечно, вот это вот, эти 4 воина, которые, ну, наверное, горды тем, что они солдаты, что они, значит, куда-то идут что-то защищать, наверное, какую-то справедливость, но все равно как бы разрушение начинается именно с этого, с этой как бы самоуверенности, да, в том, что мы правы, и мы существуем вот в этом, значит, в справедливом огне. И, конечно, видите, вот мы сейчас, в частности, 21 год, совсем недавно был 17-й год, и было очень много спектаклей к столетию революции, и они все, в общем, практически все они эту тему много раз проговаривали, тему травмы революции, да, что это кровавое колесо, красное колесо, которое началось там уже 104 года назад, оно никак не прекратится, и оно постоянно будет захватывать, да, этого российского человека, и это бесконечное разрушение, да, разрушение человеческой жизни, и в этом смысле этот спектакль, конечно, не про романтику ратного подвига, и не про братство воина, и, да, и как раз наоборот, он в общем, про то, что война это зло, без всякого сомнения, и вот эта самоуверенность, и самодостаточность, может быть, этого вот воина, озаренного какой-то правдой, да, она тоже, конечно, губительна, да, в этом смысле. Очень, мне кажется, яркая и такая эксклюзивная, которая не повторяется в других спектаклях, тема с этой песочницей, да, потому что, как бы, с одной стороны, образ очень, как бы, яркий и внятный, с другой стороны, очень хорошо продемонстрирован через театр кукол, через действительно такую абсолютно невинную, естественную игру мальчика, который наслаждается этой властью над людьми, над человеком без ножек, без ручек. И война оказывается вот этим бессмысленным детским делом, как бы гендерной игрой в солдатике. Да, мужчина наслаждается этой властью, мужчина наслаждается этой игрой, он видит в этом какой-то смысл, наверное, да, и это такой сочинитель войны, кукловод, который ведет войска неизвестно куда, но, в общем, совершенно безответственно, да, потому что мы видим, что эта песочница в этом спектакле оказывается вот таким входом в ад, Тартаром, если угодно, да, не случайно засасывает оператора в эту бездну. Вот. Мне кажется, ну, хороший, красивый и очень, очень тонкий в этом смысле образ сделанный здесь. Мать, вот, конечно, матери идут в зареве, да, и вот, значит, они входят в спектакль в этом зареве с лопатами наперевес. Лопата — это оружие этих, значит, несчастных матерей. И мне кажется, что спектакль подчеркивает какую-то вот такую, знаете, ну, как бы сказать, ну вот действительно есть там историки, которые очень интересно рассуждают про, как бы, новый характер войны, который приобрел в 20 веке война, что Первая мировая война — это война, которая активизировала быт, да, то есть до Первой мировой войны сражались войска между собой, но Первая мировая война, благодаря своей тоталитарности, она как бы погрузила все общество в военный конфликт, и все общество начало работать на войну, на самом деле. Вот, как бы, тоталитарный характер любой войны, которая ведется в 20-21 веке, здесь подчеркивается. И вот эти вот, значит, женщины, они уже, когда входят в эту ситуацию, как будто бы
ну, солдатами, да, она запущена, война продолжается в быту, война продолжается в миру, да, вроде когда какой-то конфликт исчерпан, да, значит, вот поле сражения уже не действует, и есть только мертвые в этом смысле, но война продолжается, потому что есть травма, которая продолжается в живых людях, как бы неуспокоенность, да, с концом войны ничего не заканчивается, да, как опять-таки, если обращаться к тому же Бертольту Брехту, у него в 1944 году в пьесе «Кавказский меловой круг» рождается известный афоризм: да, война кончилась, страшитесь миру, господа. Понимание того, что Вторая мировая война стремится к концу, но дальше будет еще хуже. Да, на войне хоть как-то понятно, куда стрелять, куда идти, а мир будет еще более чудовищен, чем война в этом смысле. Да, вот эта неуспокоенность, да, все равно, как бы, ну там, понятно, что там, слушайте, наш этот голос Второй мировой войны до сих пор как бы отзывается, да, и ничего не заканчивается в этом смысле, да, все равно мы живем как бы ошарашенная эта травма в оцепенении, да, так и современные войны тоже. Да, и вот, конечно, такое, значит, вот, что мне кажется здорово, что вот, как бы сказать, такие, вот эти мамочки оказываются такими робинзонами, которые этот быт организуют вокруг себя. Это жизнь в походе, жизнь в таком как бы солдатском быту. Вот, единственное, на что ты можешь себе позволить, это чай, изготовленный там на кирпичах. В этом смысле потеря человеческого облика. Мамочки не выглядят как женщины, мамочки как на родной земле, как французы под Москвой, да, в тряпье, в обносках, как бы, да, потерявшие женскую свою стать, женскую сущность, как бы такие намеренно некрасивые, и, да, значит, да, вот, с тюками, и как бы, да, заброшенные, и так далее, и так далее, и так далее. Да, вот это, мне кажется, ощущение такого могильного холода, в общем, спектакль такого кладбищенского духа. В этом смысле он как бы невзирая на то, что, да, опять-таки, да, можно уйти в сторону сентиментальности, и такой, ну, как бы через слезу все и всех простить. И да, это спектакль, который, ну, в общем, не утешает никого, и это, мне кажется, достоинство, да, вот, понимание того, можно сделать из этого рождественскую сказку, в финале которой будет хоть какая-то там надежда, но здесь надежды никакой нет, да, это понимание того, что травма войны будет с нами навсегда и будет жить во многих поколениях. Да? Вроде когда значит, женщины живут надеждой найти этих сыновей, но по сути никакой надежды нет. Да? В смысле, да? Такая безнадежная надежда, если угодно. Вот. И опять-таки, да, еще раз спасибо за то, что тут никто никого не утешает, и слезы эти не утирает, да, не пытается ласкать. Да, потому что ужасы войны, как нам сказал Вахтангов, да, не могут быть скрыты. Вот. Конечно, заметно, что, ну, то ли как бы национальный характер, что называется, то ли из-за того, что это изготовлено так, есть ощущение, что в какой-то момент мамочки превращаются, ну, в таких богинь судьбы, если угодно, в шаманок, если угодно, в как, вот, то, что называлось на древнегреческой мифологии парки или иринии, да, то есть такие вот, значит, фурии, да, они могут быть и агрессивны, они могут и наоборот там утешать кого-то, да, то есть вот, они плетут это кружево судьбы, наверное, да, реализаторы такой идеи судьбы. В этом смысле камлают, не случайно все время вот в тебе звучит аудиосреда спектакля, постоянно такой плач, но не плач вот искренний, да, когда человек плачет, а когда человек плачет ритуально, да, когда это обряд оплакивания, да, вот в истории театра есть такая история, да, что когда Мейерхольд и вся страна хоронили Есенина, то Мейерхольд замечает, как рыдает старуха, мать Есенина, и потом говорит, надо эту заплачку, вот такую ритуальную, обрядовую, потом используют в театре, да, вот такой известный есть момент, да, что, значит, вот, как бы, крестьяне, они плачут ритуально, да, плачут дежурно, как бы, исполняя некий театральный обряд, по сути, да, вот так и здесь.
Да, это такой как бы жутковатый полусмех, полуплач, такой подхахатывание, да, если угодно. Это, мне кажется, тоже очень заметно. Вот, ну и да, конечно, этот жуткий образ этих манекенов без голов, конечно, тоже, мне кажется, бросается в глаза. Вот, ну и, значит, тема, мне кажется, этого оператора и его подружки, корреспондента сыграна здорово, и возникает, конечно, да, момент, что молодая женщина задумывается про свою будущую судьбу и, в общем, понимает, что в своей жизни она не хочет стать такой мамочкой. Да, вот. В какой мир рожать, да, что называется, зачем рожать, да, какой смысл рожать, если эти мучения превратятся, ну, все равно в потерю. Это, конечно, все проартикулировано и звучит в спектакле. Вот. Ну и как бы последнее, что, конечно, действительно, кажется, что долг театра сегодня, в особенности, вообще главный такой гуманитарный долг, гуманитарный смысл, конечно, напоминать о бесконечной ценности человека, что ничего важнее человека нет, человек это как бы главное. Театр про человека, театр о человеке. И театр, безусловно, ну, защищает именно позицию человека, а не какую-либо другую там, идеологическую позицию. Да? Человек – главная ценность. И это театр проговаривал, это та мантра, которую проговаривал театр с эпохи Древней Греции. Да? Нет ничего важнее человека. Человек, безусловно, и главная ценность, все остальные ценности вторичны. Вот, это проартикулировано, мне кажется, в спектакле. Второй спектакль, да, «Цыган». Спектакль сделан сложнее, конечно, «Мамочек» в этом смысле, сложнее, да, и как бы, так сказать, более разнообразен в этом смысле. И это вообще прекрасная история, честно говоря. Вот очень хорошо, что вы, кажется, это взяли. Во-первых, потому что, конечно же, ну, как бы нужно заниматься локальными авторами, локальными темами. И с одной стороны, тема разговора про, ну, как сказать, адаптацию человека с инвалидностью, темы, то, что называется сегодня инклюзивный театр, вот театр, связанный с, как бы сказать, демонстрацией общества, не знаю, лучшего мира, или разговор о том, как должно быть, как нужно сделать. И не случайно, действительно, это стало по-настоящему достоянием российского театра в нулевые годы, в десятые, что театр очень много во всех регионах говорит про, что называется, не за грант, да, не по велению чиновников, а от себя говорит о необходимости равноправного мира равноправных возможностей, мира безбарьерного, да, если угодно, да, такая вот позиция существенная, да, что когда мы говорим про людей с инвалидностью, да, важно понять, что не болезнь формирует барьеры для человека, а это общество формирует барьеры для человека. Да, и не виновата не коляска, которая не может проехать по нашим выщербленным дорогам, да, виноваты сами дороги. Да, не болезнь виновата в том, что у нас среда барьерная, да, а сами дороги, да, само общество виновато, которое все время эти барьеры выставляет. Да, и, конечно, опять-таки, театр наш бесконечно прекрасный, бесконечно много об этой теме говорит и ставит соответствующие пьесы. Ведь, как-то не парадоксально, мы очень, конечно, любим там российскую классику, безусловно, 19 век для нас это все, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Островский и так далее. Но при всей любви к этой литературе, в этом корпусе текстов нет практически ни одного текста о теме человека с инвалидностью. Да. Совершенная классика на эту тему не высказывалась, практически не высказывалась, ни классическая российская, ни советская. Там можно найти только 2-3 текста, вроде «Капитана Копейкина» Гоголя или «Слепого музыканта» Короленко. Вот. И все, да, собственно. Дальше и все эти усилия театра, они, мне кажется, немножко растопили общество, сделали общество немножко мягче к этой теме, вот, ну, с пониманием того, как видимо, должно быть. Да, знаете, такая есть концепция театра как машинки для исполнения желаний, театр, который дает образ лучшего мира, идеального мира, как должно быть. Да, вот, так что что все эти темы звучат, и более того, что они звучат как бы на место в локальном колорите,
с использованием и локального драматурга, и локального писателя, да, и, как бы сказать, да, немножко как бы направляя эту тему не в общемировом таком контексте, да, а вот в сторону конкретно этого города, конкретно этой локации, мне кажется, здорово. Да? И спектакль сделан, и пьесы, и спектакль сделаны, мне кажется, тоже с очень такой хорошей интонацией, в том смысле, что мы сперва видим какую-то аномалию, странность, да? Человек живет в мусорном контейнере, да? Как в пьесе Сэмюэля Беккета «Конец игры», да, там тоже, значит, люди жили в мусорном контейнере. Вот, а тут, как бы сказать, мы не знаем, даже собственно, в пресс-релизе, в программке, мы не понимаем, как бы, темы спектакля, никто нас не предупреждает, о чем будет спектакль. И поэтому мы вынуждены, вот, посмотрев на эту диспозицию, мы вынуждены как бы разбирать тайну человека, да, что этот человек какой-то тайный, и эта тайна будет постепенно, медленно раскрываться в этой истории. Да. Каждого человека нужно расспросить, нужно как бы дознаться до его какого-то истинного положения вещей. Конечно, сперва вот, усилия художника нас цепляют, да, заставляют мыслить именно о пространстве, да, потому что первое, что мы видим, это мы видим пространство. Видно, что это пространство сломанное, партер переломан, мы видим какие-то, значит, мостки, расширение территории игры, и мне кажется, это очень эффектная штука. Да? Во-первых, любая большая сцена грешит тем, что у нее есть подъем, и стало быть, сцена всегда как бы выше зрителя, и возникают непаритетные взаимоотношения, неравные взаимоотношения между зрительным залом и публикой. Здесь эти отношения уравнены, да, артисты практически довольно часто находятся прямо непосредственно перед нашими очами, как в камерном зале. Но не только это, еще же важно, что, по крайней мере, я все время думал о том, как опасно играть на этом планшете, потому что он дырявый. И вот это, то есть любое неосторожное движение, любой толчок артиста, и он летит в кресло, переломает себе ноги. И это ощущение, которое, конечно, передается зрителю, это почва, на которой ходят люди, она зыбкая в этом смысле, она очень опасная. И, так сказать, там кто-то нарезает круги, многие, вернее, персонажи нарезают круги, и можно всякий раз скатиться в бездну, опять-таки, да, поломаться и так далее. Поскольку с самого начала эта тема кукольности, такой кукольности, марионеточности жизни человека заявляется, спектакль начинается с вот этого эффекта марионетки, куклы, и ты думаешь, наверное, в том числе о том, что, ну, как сказать, эта инвалидность, она не является следствием чего-то, да, это не возмездие, это не какое-то наказание за что-то. Вот, так сказать, мы все в этом смысле куклы в руках судьбы, и кому эта карта выпадет, мы не знаем, да, в этом смысле. Любой может оступиться и, значит, оказаться вот, с переломанными ногами, что называется, да, и стать человеком с инвалидностью. Это, конечно, мне кажется, тоже проговаривает этот спектакль. Да? При этом есть эта зыбкая почва, а есть пространство сцены, которое то ли запланировано, то ли не запланировано, оказывается в территории памяти для Сагана. Да? Там ему комфортно жить, там та скамейка, где его оставила мама с братом, и где велено ждать, да, и он ждет, как вот стойкий оловянный солдатик там, да, вот это территория памяти, это зона, ну, покоя для этого человека, да, значит, там он успокаивается, да, если на площадке он как бы робот и так далее, там он успокаивается, да, мне кажется, тоже, ну, как бы, вот, так, по крайней мере, можно прочесть. Заявлена эта тема с куклами, с кукольностью существования, видимо, в пространстве города, да, потому что именно город делает нас такими похожими на марионетку, похожими на значит, какие-то механические куклы. Это механические куклы, а не люди. Мы наблюдаем за жизнью человека как за холодной механикой, и вроде когда все роли распределены, одному эта роль не досталась. Да? Все обладают какой-то характеристикой в этом спектакле. Ну, здесь же как, пьеса же как построена, да? Есть индивидуальность, а есть типажи.
Да, есть просто ветеринар, есть просто начальник, есть просто там, секретарь. Вот. Это не индивидуальности, это не лица, это типажи, это маски. Вот. И одному эта роль не досталась, он без роли, так, в каком-то смысле слова. Да? В спектакле все герои, кроме главной роли, они так и останутся куклами, они так и останутся ничего не понимающими марионетками, да, в этом смысле. И даже это подчеркнуто тем, что артисты играют много ролей, значит, опять-таки, да, они не лишены индивидуальности. Да, вот я могу стать и таким, да, я могу, все люди взаимозаменяемы, да, если угодно. Вот. И у этой темы, у этого распределения есть, мне кажется, как достоинства, так и недостатки. С одной стороны, ну как бы ясно, да, что это выделяет главную фигуру, у которого есть там, ну, душа, характер, индивидуальность, а все остальные этого лишены. С одной стороны, ну как бы да, а с другой стороны, мне кажется, что у этой позиции есть недостатки. Я чуть позже об этом скажу. Вот. Да, кроме всего прочего, спектакль сделан таким образом, что, конечно, у Шарана Кужана, да, правильно произношу, да, Кужана, у него как бы ясно, что этот артист существует именно в психологическом рисунке, да, то есть это человек, персонаж, который оправдывает самого себя, который существует в психологической школе, реалистической, скажем так, да, такой, значит, узнаваемый, да, похожий на самом деле, как будто бы роль построена на наблюдении за таким типажом. Остальные, конечно, карикатурные, да, они такие вот где-то истеричные, где-то марионеточные, где-то типажные. Вот, конечно, они, так сказать, и какие-то персонажи просто откровенно закарикатурированы, да, ну, в частности, конечно, Снежана, да, прям как бы совсем закарикатурировано, как вот считаю, режиссерский такой рисунок, да, это карикатуры, в общем, да, и только один артист работает психологически, таков рисунок, режиссерский рисунок здесь в данную секунду. И опять-таки, да, вот, да, здесь, да, с одной стороны, это работает на концепцию, но, мне кажется, не очень работает на, вот, ну, как бы на развитие театра. Да. Артист, который работает в этом карикатурном рисунке, он не вполне, ну, как бы развивается, он не может показать, вынужденный показывать какую-то одну краску все время, он не может показать какую-то большую палитру в этом смысле. Мне кажется, что показывает эту хищническую, так сказать, городскую природу, но не очень развивает эту тему, да, потому что ценность, ну, в театре так всегда, что ценность куклы, ценность марионетки, что в театре кукол, что в театре драмы, она всегда важна, когда есть мотив вычеловечивания, да, то есть когда кукла вычеловечивается в какой-то момент. Ну, театр же про изменения всегда, да, вот когда кукла вычеловечивается, да, это, ну, как бы здесь есть развитие, да, а когда она не вычеловечивается, в этом спектакле, как бы это и проблема драматургии в том числе, да, я тоже буду об этом недостатке говорить, да, потому что пьеса написана так, что никто не меняется здесь, к сожалению. Не меняется ни главный герой, ни все остальные герои. И эта проблема драматургическая стала и постановочной проблемой, да, потому что вот никто не меняется в этом смысле. И с одной стороны ясно, что Сыган обречен на отчуждение, да, у него нет никакой надежды на какое-то человеческое соучастие, вот, но вот мне кажется, что вот момент изменения, момент вот какого-то преображения кого-то, да, и вычеловечивания этой куклы, он как бы не реализован, да, в должной мере, и какие-то, может быть, артисты там, ну, не показали каких-то возможностей. Да. Вот. Еще было забавно, что все вот эти марионеточные персонажи, они почему-то всех носят обувь с такой, значит, как раньше говорили, ботинки на манной каше. Да, вот, значит, он не смог разгадать этот образ, но бросается в глаза. Вот. Конечно, очень значительная роль главного артиста, да, Шарана Кужана, мне кажется, по крайней мере, я смотрел на нее во все глаза, потому что она по-настоящему значительно. Артист нашел очень узнаваемые краски. Эта роль физически затратна, и было и страшно, и
страшно смотреть на артиста, когда он разделся, и все это исподнее было в поту, да, в этом смысле, да, это действительно человек, ну, как бы, да, артист, который физически, телесно затрачивается на эту роль и, в общем, ну, так сказать, вы знаете, да, как тратит свое тело, да, в каком смысле слова. Это, конечно, очень мощно, видно и требует, ну, как бы, благодарности, да, и зрительской в том числе, и критической. Очень много красок нашел артист для своего персонажа. Артист разнообразный, да, при том, что, ну, так сказать, в жизни на таких людей смотреть, там нет такого, как бы сказать, в реальности нет такого разнообразия, как бы сказать, эмоций, вот, но здесь, мне кажется, очень точные какие-то краски найдены. Это бесконечно извиняющаяся улыбка, которая все равно остается улыбкой. Да? Это улыбка стеснения, улыбка стыда, но она все равно остается улыбкой и чувством благоволения, да? Вот, изначального радушия к миру и желания увидеть в каждом возможность для контакта. Да, в этом смысле радушие и, да, вот такая, значит, радушие к миру, жалость к миру, возможно, да, такая проекция жалости к миру и, в общем, по сути, желание это всех усыпить, да, потому что бабушке и дедушке хорошо, что они навсегда усопли, и поэтому, наверное, это мечта всего мира уснуть, и поэтому кошку нужно усыпить, наверное. Да? Особая, конечно, деталь этой роли — это работа с самой кошкой, которая, мне кажется, очень здорово сделана, просто как реквизит. И она становится не реквизитом, а она становится куклой, такие куклы. Да? Этот кусок материи в руках артиста оживает. И, может быть, не всякий раз, но в какие-то моменты она становится по-настоящему куклой. Да? То есть это действительно какие-то элементы театра кукол, в особенности, когда кошка все-таки бежит из этого плена и, значит, там пытается обнять за шею. Да? То есть вот, есть какие-то элементы, вот, опять-таки, до кукольного театра, и это ведь довольно редко, в отличие от западного театра, довольно редко в российском театре синтез между... Когда элементы театра кукол возникают на территории театра драмы, это, в общем, недостаток нашего театра в целом. Здесь это как раз предъявлено. Вот все вот эти вот замечательные какие-то непроизвольные пассы руками, да, движения руками какие-то удивительные, то движение, которое, как бы сказать, наоборот, увеличивают пространство тела, то движение, которое, наоборот, как бы сдерживают тело. Да? Как бы руки то поджимаются к себе, то распускаются в этом смысле. И с одной стороны персонаж хочет как можно меньше занимать место в пространстве, да, вот это типичное для человека с инвалидностью ощущение, ну, как бы сказать, извините, что живу, да, извините, что живу, да, а с другой стороны все равно есть наоборот, да, как бы желание, ну, обняться, да, что называется, да, как бы немножко идти навстречу миру. Да, этот мир всегда тебя отвергнет, и как бы, да, герой это знает, но я все равно буду идти навстречу ему, да, есть благоволение, такое христианское благоволение, да, может быть, да. Вот, стеснение, стыд за себя, да, это, мне кажется, тоже артист очень здорово проигрывает, да? Персонаж привык к потерям, но у него есть искусство оправдания невзгод, да, почти артистическое такое. Ну, знаете, да, артист всегда, и писатель всегда придумает, как оправдать, значит, несправедливость мира, так и этот персонаж как бы выдумывает для себя легенды и сказки, и все, что с ним происходит, да, включая потерю дома, оказывается в его фантазии оправданным и, как бы сказать, устоявшимся, ставшим комфортным в его мире, да, в этом смысле. Вот, значит, ну вот, да, человек без претензий, человек с подробнейшим существованием, боящийся любой агрессии, да, мне кажется, это все здорово сделано, действительно, вот это ощущение сжатия, да, понимание того, что как только мир начинает идти на героя войной, он сжимается и становится все меньше и меньше. Вот.
Значит, да, ну вот, и вот, значит, все-таки действительно вот это вот какое-то такое кукольное, шарнирное существование, оно, конечно, вот, есть и в пьесе, и в спектакле, оказывается все-таки проблемой для этой работы, но в какие-то моменты это прерывается, и вдруг действительно там целый ряд персонажей показывают, ну, все-таки выход из вот этого кукольного существования. В особенности мне очень понравился номер, может быть, вставной, вот, но все равно номер с это значит, Сазык Улович, да, скорее всего, да, значит, когда персонаж вот, впервые появившись на сцене, да, он проходит эти бесконечные круги и, значит, мотыляется, вот, и здесь очень важная мысль, опять, да, можно по-разному это воспринимать. Для меня это разговор, ну, как бы, что человек ожесточается не сразу, да, человек становится таким, значит, не гуманистичным, жестким не с самого начала. Вот это вот само это мытарство, само старение человека, его как бы, ну, затраханность, скажем так, да, в житейском поле, да, его, значит, обстоятельства его жизни, да, превращают его в... Человек обретает толстую кожу не сразу, да, скажем так. Да, и вот, да, действительно, да, сперва ты бегаешь как профессиональный бегун, а потом ты задыхаешься, обретаешь, значит, там, лишние килограммы и, стало быть, обрастаешь этой толстой кожей. Да? Мне кажется, хорошо сделанная сцена, которая, опять-таки, да, выбивает из персонажа эту кукольность. Да? Вот. Ну, конечно, вот, действительно, вот в этой пьесе есть конечно, ну, вот, это, я так понимаю, что это, да, все-таки какие-то первые шаги драматурга, и здесь есть, конечно, да, вот мне сказали, что это такой растянутый рассказ, да, пьеса как оригинальная, и оригинальный рассказ, он растянут, да, в этом смысле, но и пьеса, и спектакль сохранили в себе вот это свойство растянутости, да, он как бы, может быть, избыточно как бы стал резиновым в этом смысле, да, как бы, мне кажется, что двухчасовой формат можно превратить в полуторачасовой, какие-то сцены оказываются пустыми, да, лишенными содержания в этом смысле, но, например, мне кажется, очень долгая, мне показавшись очень мучительным сцена со вторым бомжом, да, как там его зовут, да, да, мне кажется, она драматургически растянута и бессодержательна, мне кажется, многое проговаривается, все то, что уже проговорилось, и возникает, конечно, ощущение холостого хода. В этом смысле, да, когда в драматургии не появляется новое содержание, то она, ну, пробалтывается, да, и спектакль, в общем, теряет ритм. Тоже можно сказать и про сцену второй встречи с ветеринаром, тоже ничего не добавляет, да, мне кажется, в эту историю, никакой новой информации, и ну, действие затягивается, действие стоит на месте в этом смысле. И это, мне кажется, проблема чисто драматургическая в данной ситуации, потому что, опять-таки, драматургия это то, ну, театр это про того, кто меняется, да, здесь, в общем, фактор изменения, он, пока может он и есть, но он не очень значительный, скажем так, да. И финал, вот как раз, если в «Мамочках» никто никого не утешает, и слезы не утирают, вот здесь, мне кажется, финал такой несколько примирительный, да, и вот это мне тоже очень понравилось. С одной стороны, да, наверное, нужно дать людям надежду, наверное, да, конечно, наверное, но поскольку в содержании пьесы никакой надежды нет, то театр вынужден эту надежду формировать из того, что есть. Да? Значит, я тебя слепила из того, что было. Вот. Но возникает все-таки ощущение, что этот финал, ну, как бы немножко фальшивый, да? Потому что, собственно, кто здесь с кем примиряется, да? Кто в истории примиряется. Да? И в этом понятно, что, значит, вероятно, умирающий цыган, он попадает под этот божественный дождь, но дальше под этот дождь попадают те, кто мучил героя, и как бы не очень понятно, да, что, собственно, что происходит на сцене, да, в этом смысле, да, вот, если бы те люди изменились, то понятно было бы там какой-то катарсис или так далее, да, но, собственно, ничего не произошло, да, вот, там же эта безмозглая секретарша, которая могла бы
наверное, поддержать этого человека деньгами, да, она все равно, значит, тоже веселится, вот, неизвестно по какому поводу. Да, то есть вдруг внезапный рождественский мотив, его можно, конечно, оправдать тем, что театр всегда думает о том, как зритель будет выходить из зала, да, с какой интонацией он будет выходить, да, конечно, там, сказать, погружать в пессимизм, наверное, тоже не вполне честно, да, но хочется придумать какое-то содержание, да, в этом смысле. А так это какая-то, значит, надежда, она немножко без содержания, нет мотива, нет материала для радости в данном случае. Есть только радость за артистов. Вот, которые, значит, за артистов, за тему, за интонацию этого спектакля, вот, тем, что, значит, как-то вот наше сердце немножко протопилось, да, в этом смысле, вот, ну, мне кажется, тут, конечно, драматургическая проблема драматургическая, все равно, она, конечно, здесь вылезает, здесь оказывается проблемной зоной. Ну вот, спасибо за внимание.